Банки, ведра, бочки. В общем, вся емкость, имеющаяся в доме, заполняется водой. Таковы ежедневные реалии жителей новостройки Арчабищик. Водопроводная вода есть, но вот напора совсем нет. Нормально набрать воды можно только к вечеру, говорит житель жилмассива. В светлое время дня обычно ее бывает мало, летом практически вообще не бывает. Приходится запасаться водой вот с вечера, а иметь какие-то резервуары, чтобы вот в запасе была вода. Давление ее обычно бывает меньше. Но зимой, весной и вот поздней осенью как-то устраивает более-менее. Но летом, да, есть проблемы с водой. Напор маленький, потому что это связано еще с увеличением населения. Чтобы улучшить систему подачи воды, сейчас в новостройках Бишкека вовсю идут работы по прокладке водопровода. Одна из главных задач городских властей – обеспечить жилмассивы столицы чистой питьевой водой. Сейчас мы находимся в одном из больших жилмассивов – Арчабищик. Сейчас здесь идет работа по прокладке водопроводной линии. По завершению работ водой будут обеспечены порядка 260 домов. По улице Эр-Тайлак уже прокопано почти 200 метров траншеи. Затем начнется укладка труб. Общая стоимость строительных работ составляет больше 2 миллионов сомов. Там большой вопрос стоит по улице Куюкова. Там когда-то строили без проекта водопровод. Вот этот водопровод более 20 лет уже эксплуатировался. В данное время вот она пришла в негодность. Но там вопрос есть. Сейчас мы планируем в этом году начать проектирование этого водопровода. Если удачно получится, но в следующие годы мы постараемся включить план строительства. Если подрядчики успеют в срок, то уже к концу октября жилмассив будет обеспечен чистой питьевой водой. Надежда Усова, Руслан Сабатаров, Ала-То 24.